Виталия, забирай, най, думаю, я собака, ты чё? Иди сюда! Друзья, февраль 2025 года. Регионы заливаются кровью собачьей. Со всех городов пишут волонтеры, обращаются, умоляют о помощи. Крики об ужасах, происходящих в их городах. Начались с большей силой жесткие кровавые отловы. Не церемонясь, не прячась, круглосуточно, днем и ночью отлавливают жестко всех подряд, маленьких и больших. Отлавливают тех, кого легко взять, самых доверчивых, наивных, любимых детворой и жильцами домов. Те, которые сами бегут к человеку с радостью. Их легче поймать, их и ловить не надо. На них легче заработать. Посмотрите, что творится в Красноярске, как плачут пожилые люди, для которых собака была любимицей. А чиновники говорят, надо убить. И плевать, что за собакой умрет от разрыва сердца и бабушка. На коленях умоляет. Бесполезно. Волонтеры умоляют хоть кого-нибудь спасти, хоть ласковых, хоть небольших, но спасите хоть кого-нибудь. Не Кларе Володиной. Мне некуда, у меня не приют. К себе позовите, привезут, привезем. 14 февраля в городе Мирном, Якутия, жители почувствовали мерзкий запах чего-то горелого. Определили источник запаха. Оказался вагончик, из которого торчала труба и валил дым. Рядом с вагончиком лежали насыпью в мешках и без мешков трупы животных. Несколько десятков. Среди трупов были труп собаки с отрубленной задней частью ног. Собака с раной, похожей на огнестрельную. Собака с поводком, в комбинезоне и даже пинетках. То есть в повалку лежали бесхозные собаки и домашние тоже. В вагончике стояла печь с канистрой. По всей видимости, в черте города, в свободном доступе таким образом решается вопрос по исполнению полномочий и в отношении регулирования животных, их гуманному умерщвлению с последующей утилизацией. И это произошло через неделю после того, как суд запретил усыплять бездомных собак в республике. Насчитали 41 мешок и еще полно примерзших мешков, которые не смогли отодрать ото льда. Это позор для всей администрации Мирного. Так не решают вопросы и проблемы. Если даже не любят животных, так не поступают. А вот там же, в городе Мирном, тоже недалеко от этого места утилизации, местный житель, прогуливаясь с собакой, наткнулся на десятки замороженных трупов собак. До них не дошла очередь по сжиганию. Сделали как дешевле, менее затратно по деньгам, больше в карманы пойдет. Оренбург, Орск, Астрахань, Мирный, Красноярск и так далее. Я признаю волонтерское поражение. Столько бороться. 2 года на смарку. Результат хуже, чем было. Если и была надежда, то теперь ее нет. Все попытки урегулировать вопрос цивилизованным способом не увенчались успехом. Если бы и я тоже писала письма, петиции, заявления и прочие устрашающие бумаги, бегала бы по инстанциям, прокуратуре, где я тоже была и получила разочарование, то я бы не спасла столько сотен жизней. Это ответ на вопрос, почему столько наспасала.